Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Буганба провел совещание с исполняющими обязанности глав местных администраций. Министерство просвещения выдало районным отделам образования более 3000 учебников для пополнения резервов библиотечных фондов. Исполнение обязательств по выплате заработных плат и подготовка к досрочным выборам президента стали главными темами совещания, которое провел исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Буганба с исполняющими обязанности глав местных администраций. Все подробности в материале Алики Трапш. В начале совещания исполняющий обязанности президента Валерий Буганба поинтересовался у исполняющих обязанности глав районов и городов о финансовой ситуации на местах. Валерий Буганба подчеркнул, что несмотря на все трудности, в декабре прошлого года были выполнены все обязательства. Все заработные платы, пособия, пенсии были выплачены в полном размере. Такая же задача стоит и в текущем месяце, отметил исполняющий обязанности главы государства. В своем отчете исполняющие обязанности глав районов сообщили, что задолженности перед бюджетниками за декабрь нет. Исполняющий обязанности главы Гагарского района Адам Урцишба рассказал, что за январь месяц обязательства составляют около 65 миллионов рублей, и район выполнит их самостоятельно. Город Сухум также все свои обязательства выполнил за прошлый год и в январе тоже выполнит, уверил исполняющий обязанности главы столицы Алхас Лагвилава. Аналогичная ситуация и в Сух-районе. В некоторых районах есть небольшие задолженности, но и их скоро погасит, уверили исполняющие обязанности глав администрации. Конечно, конец года был напряженный, но Министерство финансов все вовремя продатировало, были выплачены и субсидии, и дотации. Год закрыли, сейчас начали год, у нас практически никаких задолженностей нету. Единственное, остались небольшие обязательства не по зарплатам, а по другим, по договорным обязательствам. Это тоже в этом месяце закроется, я думаю, у нас идем в режиме рабочем. Что касается января, работникам бюджетной сферы, за исключением работников, которые осуществляли выплату за счет дотаций и субсидий, немножко сложно. Для других у нас уже сумма есть, для выплаты мы готовы. Я не знаю, в рабочем режиме будем с Министерством финансов тоже консультироваться, обсуждать. Рассчитываем, сейчас отчетный период завершится, что платежи какие-то придут в район, и уже исходя из этого будем смотреть, да. Исполняющие обязанности глав администрации Гудаузского, Чемчирского и Ткачалского районов сообщили, что в январе районные бюджеты самостоятельно не справятся со своими обязательствами. Валерий Буганба особо подчеркнул, что заработные платы бюджетникам должны быть выплачены своевременно и поручил усилить работу с собираемостью налогов у должников. Все резервы подтяните, насколько возможно. А что не сможете потянуть, но будем стараться помочь. Нам тоже очень сложно эти вопросы решать. Очень сложно. Очень большие были затраты. Я еще раз хочу и вас всех поблагодарить. И не все сегодня, мы не ставили цели, все министры были. Вот за ту работу, которую в декабре провели, огромные суммы мы смогли осилить и должны дальше осиливать. Если мы строим государство, должны сами себя кормить. На совещании обсуждался и вопрос подготовки районов к предстоящим выборам. В целом все отметили, что ситуация стабильная. Штабы кандидатов в президенты работают, всем предоставляются равные возможности. Проходят встречи с избирателями, никаких эксцессов нет. В некоторых районах и городах избирательные участки уже готовы. В других идет подготовка округов и самих участков. Валерий Буганба дал поручение в день выборов во всех районах решить вопрос с бесперебойным энергообеспечением, чтобы с 8 утра 15 февраля до 8 утра 16 февраля электричество не отключали. Он также отметил, что главная задача – обеспечить проведение выборов в законном русле. Я, к сожалению, первый раз за всю нашу новейшую историю мы проводим, если не ошибаюсь, 7-е выборы. Первый раз я в жизни вижу, чтобы за этот период, чтобы 90% глав администрации ушли в отпуск. Наоборот, в этот период главы администрации, министры, все должны были быть на своих местах для того, чтобы обеспечить полное выполнение своих обязательств при проведении столь важного политического мероприятия для страны. Я очень надеюсь, что у вас хватит полномочий, ребята, у вас хватит полномочий, чтобы выполнить все те обязательства, которые на вас лежат, обеспечить порядок, обеспечить работу штабов, обеспечить работу участков, округов. Очень надеюсь, что вы все это осилите. Есть у нас четкие задачи, поставленные законом. Мы должны сделать все, чтобы помочь в работе штабов, организовать
округа, помочь им, помещение, связь, транспорт. Нужно людей, я имею в виду членов участковых комиссий, окружных комиссий, помочь транспортом, помочь. Ну, отключение надо убирать в этот день в любом случае. Ну, у нас в 8 часов утра начинается, да? С 8 практически до конца уже, до следующих 8 нельзя выключать, потому что округа будет поздно работать, они должны свои материалы в ЦИК привезти. Это практически работа на всю ночь. Давай сразу с Тимуром, если надо, до этого какие-то, я не знаю, что-то сэкономить или что-то оплатить, хотя у нас с деньгами понятно, что происходит. Нет, задачу выполним. Посмотрите общественный транспорт, чтобы не получилось, что каждый штаб будет ездить, брать своих, ты за меня голосуй и так далее. Где есть общественный транспорт, он должен работать. Я понимаю, сейчас в селах компактных или таких в городах компактных, может, и не надо, но где есть какие-то расстояния, они должны работать. В ходе совещания Валерий Бгамба поинтересовался у исполняющего обязанности главы Гагрского района Адамура Сушба об обстоятельствах гибели 3 человек 21 января в Гагре. Ко всем нашим информационным площадкам и ресурсам, чтобы чуть-чуть тоже корректировали информацию, которую подают в общество. Не надо трагедию политизировать, пожалуйста. И так вот обстановка в стране не очень спокойная в предвыборный этот период. И давайте будем корректную, проверенную информацию выдавать. В частном секторе проводились работы, там канализацию 2 дома должны были себе провести. И пришли, просто попросили, мы даже не знали. Там бугор, это вот где Азид наверху, да, там вот глубина около 3,5 метров была. Я стоял, вот пока всех не достали, до конца стоял, и потом в морге тоже с ними был. Всяческую-то помощь, что от нас зависело, мы оказали. Да. Один живет на Больничной улице. И 2 вот жили там, вот где как раз рыли это. Они сами вот себе делали это. Частный сектор, частная работа. Да, они обратились просто возможно ли трактор нам дать. Мы даже не понимали, что за там работы. Они сказали, канавку там отрыть надо. Еще я спросил, на сколько времени, потому что у меня там он должен был в другом месте быть задействован. Они говорят, часа 2, максимум 3. Валерий Бгамба поручил администрации Гагрского района и МВД тщательно расследовать обстоятельства произошедшего. Алика Трапшира Мукамки, Абхазское телевидение. 13 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГАИ в ходе очередного специального рейда. 8 из них были в состоянии алкогольного опьянения, 4 в состоянии наркотического опьянения. 1 человек отказался от медосвидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Таня Дауд-Занбеевич, 1988 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Бигвава Звяди Чечекович, 1981 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Блабба Астамур Тимурович, 1985 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Аргун Беслан Заурович, 1985 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Намозов Сиразиджин Алабердиевич, 1987 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Эксузян Роман Мигранович, 2003 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Инабха Ахра Юрьевич, 1985 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Авицба Давид Чечекович, 1999 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Канджария Борис Ладикович, 1958 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Антылава Инал Владимирович, 1992 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Эшба Беслан Чинчорович, 1983 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Киркинадзе Хаджарат Бесланович, 1995 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики.
Санкт-Петербурге простились с нашим соотечественником, погибшим в СВО, Станиславом Камле. Станислав родился в Абхазии в семье Чичико Камле. Учился и жил в Санкт-Петербурге. По мобилизации был призван в ряды вооруженных сил России. Погиб в августе прошлого года при исполнении воинского долга при освобождении Курской области. Сегодня мы собрались, чтобы проводить в последний путь рядового Камля Станислава Чичиковича, погибшего при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Родина помнит своих героев, в историю вписаны их имена. Имя его звучит перед строем, и именем этим гордится страна. Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали наших воинов. Именно таким был Станислав Чичикович. Он до конца остался верен присяге, выполнив свой воинский долг. Станислав Чичикович проявил мужество и отвагу, выполняя боевые задачи специальной военной операции, отстаивая национальные интересы нашей страны. Такие люди – это гордость нашего народа, продолжатели героической истории нашего Отечества. Душевных сил и стойкости вашей семье, чтобы пережить тяжесть потери родного человека. Вечная память российскому воину Станиславу Чичиковичу Камле. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. В Цанрипше простились с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, участником Сухумского особого отдела Кубанского казачьего войска Григорием Тодуа. Когда началась спецоперация на Украине, ему было без малого 60 лет. Однако он, не задумываясь, отправился на помощь братскому народу. Проститься с Григорием Тодуа пришли его однополчане и друзья. Репортаж Сарии Кварацхелия. Григорию Тодуа было 28 лет, когда его настигла грузино-абхазская война. Молодой юноша был выпускником Харьковского университета, где учился на факультете актерского мастерства. После начал работать в Тхуарчалском театре. Тогда и начались волнения 1989 года, в которых он активно участвовал. Затем Отечественная война народа Абхазии. С первых дней он был на передовой. Несмотря на то, что Григорий был человеком культуры, он бесстрашно сражался на поле боя. Воевал в батальоне Ирцаху под командованием Надара Кварчия. رابخوا بسلوخ الناس عبريت خنتقار حجرة عشتن لشكنتر كتها جبرا يوغوزنا عايش خسر بحاوش عطان كحبل دويبا يراجيفي يخطا عبري سريع اختسترزم عبري بولميت دو روتني حزشتاو خب عبري ورا بري قلوبها لأنت حرازي كفتبتك حكوبة سيز درودي حد عري حد تو سيز درودي حد يتخاذ لو خني خيز صدره مبرد عطان كعنس كلاس وبري جيبي بزورة بحر وبس قناتان كوين حاجلة وبري وبري نسوا حرا حيتسنا جروب رتشينا أشكون شا عباسي أكو ساتشاب أكو سخات بحا بس ضغط زمستيرة وخيد وخ تخو قلقي وخنيلك سجرو قحي دامي ويو أو يقرقا. Иногда природа распоряжается так, что в отдельных людях закладываются выдающиеся качества, проявлению которых способствуют какие-либо неординарные обстоятельства, резко изменяющие нормальное течение жизни. Казалось бы, творческий человек, что ему знать о войне? Однако именно это роковое событие для всей Абхазии способствовало рождению многих героев, бесстрашных и надежных. Одним из них был и Григорий Тодуа. نجكون بزيت خسخ دبري أنا شبر عبسو ولا سمرة ديفيزا بس زبستاز جكون أنا بيشرقن جيبزيني خارب شيء دار حبد الله برا يجكون بيشرق الله خير حويز بزي يكون دار جكون حبد الله يسحو يعرفون زي خرشوا يستخوز يسز عزوم يزبان زي ردن وفقلير وشيات في ردن نعم يخشابير دشقال يقوم ستاشون سنة. Гиви я знал с первых дней войны. Это настоящий герой, чистый человек. Таких в Абхазии, честно говоря, жалко. Провожаем
вечный дом, вечный путь. Хорошего человека, хорошего боевого нашего друга. Истинного героя. В ходе войны правительство Абхазии перебазировалось в Гудаутский район. Здесь отряды получали поддержку оружием. Начали прибывать добровольцы со всего юга России. Тогда Григорий Тодуа руководил отрядом быстрого реагирования «Восточный». В январе 1993 года пошел снег и начался буран. Ночью ребята отправились на поиски теплой одежды. Григорий остался на посту. В это время на вертолете появились люди. Это оказались добровольцы-казаки, прилетевшие через Северный Кавказ. Уже утром они вместе выступили против грузин. Операция прошла блестяще, но затем судьба их разбросала по разным направлениям. Когда закончилась война, в Абхазии появилось и свое казачье общество. Григорий Тодуа стал казаком Сухумского особого отдела Кубанского казачьего войска. И я лично, и Абхазия потеряли очень хорошего, очень светлого, очень чистого человека. Это участник Отечественной войны народа Абхазии, участник СВО 22 года, Барс-11. Это отец сына штурмовика группы «Вагнер». Это участник Парада Победы 23 года на Красной площади в Москве. Это мой личный друг. Мы потеряли очень хорошего человека. Я искренне скорблю. И с близким его крепости, силы духа. Он навсегда в наших сердцах. Любое боевое действие, как мне обстоятельства оказало, гиджера Калана и Хугзала, Хахайцин. Я мечтал сказать, что войско ближе Хахайцаллит. Тхатсен и Хабаги, все гуры гудские аяхуз. Схуят фан грызфози хучка импетал он или пал я зид. Ажл иргул иргулти хаджа тхабагун наха изюш бешавих рацхаргалит. В Гиве мы встречались здесь при освобождении Гагаринского района. И вот когда он ко мне 30 сентября подошел, говорит: а ты меня помнишь? Мы встречались вместе. Я говорю, 30 лет прошло, я вчера не помню, что было. Ну, встретились, обнялись, конечно. Хороший был друг, хороший товарищ. И снова в бой в 2022 году. Когда началась спецоперация на Украине, Григорию было без малого 60 лет. Тогда на войну отправился и его старший сын, который получил 4 пулевых ранения, но остался жив. Григория спрашивали: зачем ты идешь на войну? В 1993 году я пообещал добровольцам, что если России понадобится моя помощь, она может на меня рассчитывать. 30 лет прошло, и вот сегодня это время настало. И я иду с моими братьями-казаками защищать Россию. Так вспоминают слова позывного Гиви Абхаза боевые товарищи. Ушел из жизни наш казак. Наш казак. И, конечно, мы все с болью восприняли это. Это было очень неожиданное известие. Тем более, что это произошло сейчас, в мирное время, в такой день, в крещение. Это большая утрата для нас. Он с гордостью защищал интересы России в ходе специальной военной операции и вышел оттуда живым. Рядом находится его близкий товарищ, который был там, участвовал в боях вместе с ним. Андрей Станиславович Трофимов, это заместитель атамана по государственной службе Адлерского районного казачьего общества. Потерял такого близкого товарища, друга. Это просто утрата такая невосполнимая. Я даже не знаю, человек хлебосольный, всегда вот здесь приезжал, всегда оставался с ночевкой. Тут просто настолько брат близкий. Я просто потерял его своего старшего брата. Это для меня большая утрата. Сочинское отделение Союза добровольцев Донбасса искренне скорбит о потере нашего товарища. Гиви был членом нашего союза, и флаг Сочинского отделения Союза добровольцев Донбасса будет развиваться на его могиле. Это был очень светлый, добрый, веселый, позитивный, нежадный, добросердечный человек, и нам его будет очень не хватать. За таких, как Григорий Тодуа, говорят: вся жизнь война, а он в ней, несмотря на возраст, солдат. Но была и другая, красивая часть жизни Григория – его семья. 4 детей и 4 внуков. Любящий дедушка и отец. Архивные видео семьи показывают, какой любовью окружал их Григорий. Особая связь с внуками, забота и добрые улыбающиеся глаза навсегда останутся в памяти. Григорий Тодуа ушел из жизни скоропостижно,
и очень неожиданно, оставив за собой бессмертное имя героя. Сария Кварацхеля, Даур Цулукия, Абхазское телевидение. Министерство просвещения выдало районным отделам образования более 3000 учебников для пополнения резерва библиотечных фондов абхазских школ. Гугут Савардания расскажет подробности. Дирекции общеобразовательных учреждений республики с утра спешат за учебниками для своих подопечных. Анбан, абхазская и русская литература, история Абхазии. Все эти книги получат школьники более 150 учебных заведений. Министерством просвещения Республики Абхазия оказывается большое внимание обновлению библиотечных фондов. То есть вот в продолжение этой темы, то есть по обращению библиотекарей республики, то есть в школах для обновления резерва учебников были поданы заявки. Вот исходя из этих заявок сегодня представители отделов образования районов и городов забирают учебники. Такие учебники, как Анбан, русская литература 4 класс, абхазская литература 4 класс, история Абхазии 10-11 классы. То есть все те учебники, которые были необходимы для обновления библиотечных фондов, сегодня будут выданы. Во всех районных школах были составлены списки недостающих комплектов книг, а затем отправлен запрос в Министерство просвещения Республики. Например, в образовательное учреждение Учимчирского района отправились около 1000 учебников. Библиотекари составили список недостающий фонд в школах. И по спискам вышло так, что около 5 наименований не достают. Ну, то есть это для обновления фонда. Значит, это история Абхазии, это русская речь 4 класса и Анбан. Ну, в основном вот такие направления. Значит, и мы сегодня их получаем. И буквально через 2 дня у нас будет в понедельник совещание директоров, и мы раздадим. По словам специалистов Министерства просвещения, ведомство и дальше будет способствовать увеличению библиотечного фонда в образовательных учреждениях страны. Гугут Савардания, Аля Самичпа, Абхазское телевидение. Стали известны победители конкурса вокалистов 2-го международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хибла Герзмава. Гран-при получила Полина Шароварова из России. Первой премии удостоены Самира Галимова и Юлия Вакола, также из России. Второй премии Иван Бородулин, Евгений Бавыкин. Третьей премии Илин Игиазарян из Армении и Елизавета Кулагина. Закрытие состоится 24 января. Остальным финалистам будут вручены дипломы и специальные призы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 24 января в Абхазии ожидается облачная погода. Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен умеренный дождь. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 6,11. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.